Здравствуйте! Вы смотрите новости, подготовленные службой информации телеканала ТУВА-24. В студии Инна Клоян. Короткий обзор выпуска. На Шагонарской ТЭЦ Лухемского района после аварии активно идут восстановительные работы. Сезон активности клещей. В республике проведут акарицидную обработку. В преддверии Дня космонавтики состоялся телемост между тувинскими и крымскими учебными заведениями. В Кызыле региональное МВД и Нацбанк организовали пресс-конференцию по теме кибербезопасности. Напомним, что 6 апреля на Шагонарской ТЭЦ произошел пожар, в результате которого частично пострадало здание и отсек теплоотдачи. Сейчас там активно идут аварийно-восстановительные работы. Что уже удалось наладить на сегодняшний день, смотрите в материале далее. Напомним, авария на Шагонарской ТЭЦ произошла в начале марта. По данным оперативных служб, случилось возгорание в помещении подачи топлива с ленточным конвейером рядом с котельной. Из-за этого начался пожар с сильным задымлением. Ударная волна была такой силы, что разрушила одну из стен здания. На сегодняшний день восстановительные работы практически на завершающей стадии. А в восточной части здания, где находится котельный цех, они уже окончены. Сейчас ремонтируют западную часть. Работу ведет Восток работники. Плюс еще сегодня привезли первые необходимые материалы для восстановления галереи. Это то есть топливоподачи, первый подъем и второй подъем. С ремонтом будут заниматься «Стройэкспресс». Помимо восстановления стен здания, планируется начать демонтаж потолка и крыши объекта. После будет полностью к восстановлению, после экспертизы московской. Дальше будет, какие котлы будут. В этом году уже заключен договор к капитальному ремонту 3-го и 4-го котла. Это водогрейные котлы. Согласно по графике и по наружному температуру работает 3. Только на одну котельную за сутки выходит примерно 30 тонн угля, чтобы доставить максимальное тепло в квартиры жильцов и социально значимые объекты. И это кочегары делают вручную. Кроме того, проведены работы по восстановлению и запуску котлов. На данный момент работают 3 котла. Согласно графику, рассказал исполняющий обязанности начальника котельной. Идет бесперебойная подача тепла. Завтра утром 3-й котел остановим, и в работе останется 2 котла, 4-й и 5-й. У нас в смене работает 3 машиниста, и начальник смена, и старший машинист. Утром заступает, и 20:00 другая смена выйдет. Отметим, что Шагонарская ТЭЦ работает бесперебойно и в штатном режиме. Аварийно-восстановительные работы будут продолжены. Жительница Тувы предстанет перед судом за заражение людей сибирской язвой. Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьей 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Ситуацию прокомментировала старший помощник прокурора Тувы по взаимодействию со СМИ и общественностью Сайзана Оржак. По версии следствия, в июне 2023 года обвиняемая приобрела мясо конины, у которой имелись признаки инфекционного заболевания, для последующей реализации жителям района, без получения ветеринарных сопроводительных документов. Однако через непродолжительное время после употребления в пищу зараженного мяса конины в медицинское учреждение с диагнозом сибирская язва поступили 2 мужчин. В настоящее время уголовное дело направлено в Барунхемчикский районный суд для рассмотрения по существу. Начался сезон активности клещей. Самый пик охоты насекомых приходится на разгар весны и начало лета. Поэтому акарицидная обработка будет проведена в городских парках, скверах, на территориях памятных мест и на общегородских кладбищах. В ближайшее время начнется акарицидная обработка общественных мест. Цель этой меры – предотвратить размножение опасных для здоровья клещей и обеспечить безопасность для отдыхающих и посетителей парков и скверов.
Это какие территории? Это городское кладбище, молодежный сквер, сквер имени Тока, национальный парк культуры и отдыха. Ну и вот эти места, где идет масса скоплений людей. Значит, таким образом мы проводим, значит, уменьшение количества численности клещей и вообще уничтожение. Значит, по мере того, как будет наступаться теплое время года, когда будет позволять вот этот режим проведения акарицидной обработки, мере города Кызыла, согласно заключенного договора с ФБУС, Центр гигиены и эпидемиологии, будем проводить акарицидную обработку. Акарицидная обработка является важным мероприятием для защиты горожан от укусов клещей и передачи ими опасных инфекций, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз. Кроме того, обработают и территории детских садов, лагерей, школ и санаторий, а также зоны отдыха, детские площадки, места с наибольшей растительностью, где могут обитать клещи. Районные администрации, да, окружные, тоже предусматривают финансовые средства для того, чтобы провести на определенных территориях акарицидную обработку. Это прежде всего пришкольные территории, детские сады, где у нас будет проводиться летний отдых детей. Акарицидную обработку обычно мы проводим за неделю, за 3 дня до открытия, допустим, дневного стационарного лагеря. Но действие вот этих препаратов где-то рассчитано на 2-3 месяца. Следует помнить, что вакцинация против клещевого энцефалита позволяет обеспечить защиту организма от опасного вируса. Она проходит в 3 этапа. Первая доза вводится в любой месяц года, вне зависимости от сезона. После нее необходимо провести вторую через 1-3 месяца для обеспечения полноценного иммунного ответа организма. Завершающая 3-я доза вакцины может быть введена через 5-12 месяцев после второй прививки, чтобы закрепить устойчивый иммунитет. В своем послании Верховному Хуралу в январе 2024 года глава республики Владислав Хавлык озвучил ряд поручений, касающихся практически всех отраслей жизнедеятельности. Среди них о новом порядке предоставления документов для получения субсидий для аграрного бизнеса. Об этом узнавал и наш корреспондент РС Мангуш. Новый порядок подачи документов разработан Минсельхозом Тувы. Согласно новому регламенту, весь комплекс необходимых документов отныне принимается, проверяется и направляется в министерство через многофункциональные центры, которые в обществе привычно называют МФЦ. Напомню, что субсидии предоставляются исключительно индивидуальным предпринимателям, так или иначе ведущим бизнес в отрасли животноводства. Это юридическое лицо, это индивидуальный предприниматель, который вот зарегистрирован налоговый орган. Обычный чабан не может? Обычный чабан – это личное подсобное хозяйство, субсидий не предусмотрен. Глава республики Владислав Саваштевич в своем послании он говорит четко и ясно. Для получения субсидий в этом году сдает через МФЦ, это для удобства чабанам, доступность, прозрачность, для того, чтобы чабаны из далекого района, чтобы не приехать, это сдать документов именно Кызыл, вот, город Кызыл или Министерство сельского хозяйства. Средства по линии Минсельхоза выдаются тем кооперативам, которые выращивают и содержат якоматок, то есть сарлаков, а также верблюдов, баранов и козлов-производителей. Кроме этого, для покупки солнечных батарей, нужных для ведения хозяйства и снабжения водой. Сегодня мы будем сдавать документы на содержание, развитие редких исчезающих видов животных в Республике Тува. Это у нас верблюд и бараны-производители тувинской короткожирнохвостой породы. В нашем кооперативе в Терехоле 770 яков, свыше 900 мелкого рогатого скота и больше 100 лошадей. Работаем с 2006 года. Помощь от государства получаем регулярно. Нам сейчас будет удобно работать с местными МФЦ, потому что рядом. Раньше приходилось ездить в Кызыл, для нас это далеко. Со следующей недели в районных МФЦ откроются окошки, куда местные ИП могут подавать документы. Так, по задумке главы Тувы, станет прозрачной вся безвозмездная помощь от государства и, главное, экономится время. РС Мангуш, Доржу Сад, телеканал Тува-24. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. На старте он произнес фразу «Поехали», ставшую впоследствии знаменитой. В преддверии празднования Дня космонавтики в Кызыле состоялся телемост. Где именно он прошел, расскажет наш корреспондент. Мы вас приветствуем, Республика
Школа номер 11 города Кызыла и Сакская средняя школа номер 3 в Крыму провели телемост, посвященный Дню космонавтики. Советник директора по воспитанию столичной школы номер 11 Ирина Сайгутина отметила, что мероприятие прошло в неформальной и дружеской обстановке, так как у ребят это не первая виртуальная встреча. Первый телемост у нас прошел в Республиканском музее. Это уже у нас вторая встреча, и ребята те же самые. Мы планируем еще к 9 мая телемост, то есть наша дружба завязалась после первого телемоста, и вот сейчас мы стараемся к каким-то мероприятиям важным выходить на встречу с нашими друзьями. Нам понравилось. Данхая Очурол, ученица 10 класса школы номер 11, участница телемоста. Она заверила, что обязательно будет присутствовать на следующем мероприятии, которое планируется провести 9 мая. Мне очень понравилось мероприятие, особенно то, как мы взаимодействовали и поддерживали друг друга. Больше мне всего запомнилось общение с крымчанами. Очень понравилось. Они нас очень тепло поприветствовали, с любовью, заботой. В рамках телемоста для учащихся организовали интеллектуальную игру «От Земли до Марса» наподобие морского боя. Очень понравилось, конечно, интересно с ребятами обсуждать, выбирать что-то. И соревновательный дух зашкаливает. Да. Крымчане были более эрудированы в вопросах астрономии и истории космонавтики, а наши ребята взяли военной тактикой и подбили большее количество кораблей. Поэтому можно считать, что победила дружба. Айдана Синденма, Батырбазан, Ангар-Кужге, телеканал Тува-24. В Туве создали еще 2 особо охраняемые природные территории. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава Тувы Владислав Хавалык. Это природный заказник Ак-Хайракан в Эрзинском районе и Вулук-Урук в Байтагинском. Они характеризуются богатством и разнообразием животного и растительного мира. Высокогорная местность находится в 20 километрах западнее Телли. Здесь обитает снежный барс и ирбис, а также встречаются 5 редких краснокнижных видов растений. Создание же заказника Ак-Хайракан в Эрзинском районе внесет вклад в сохранение восточно-сибирского подвида дрофы, чья популяция в мире и России в последние десятилетия сократилась. На новых особо охраняемых природных территориях будут действовать строгие правила, призванные снизить антропогенную нагрузку, в их числе запрет на охоту и любые виды промышленной деятельности. А вот посещение с целью научных или экологических изысканий только приветствуется. Вновь создаваемый заказник Ак-Хайракан расположен в северо-западной части Эрзинского района. Территория заказника будет составлять более 22 тысяч гектаров. Полевые исследования показали, что на данной площади произрастает 8 охраняемых видов растений и 33 вида редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Площадь вновь созданного заказника до недавнего времени являлась местом гнездования редкой птицы – дрофы-красотки, занесенной в Красную книгу России и Тувы. В Туве сегодня к особо охраняемым природным территориям отнесены 33 природных участка, из которых 2 федерального значения. Законопроекты о создании особо охраняемых природных территорий в Эрзинском и Байтагинском районах были утверждены накануне на заседании правительства Тувы. В последнее время наблюдается увеличение преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это серьезная проблема, затрагивающая не только банковскую сферу, но и обычных граждан. Как не попасться на удочку мошенников и какие меры предпринимают правоохранительные органы для предотвращения и пресечения таких преступлений, смотрите в сюжете далее. Киберпреступления – это преступные действия, совершаемые с использованием компьютерных технологий и сети интернет. Злоумышленники могут взламывать банковские счета, крадут личные данные граждан, проводят мошеннические операции. Это приводит не только к финансовым потерям, но и к утечке конфиденциальной информации, что может серьезно поставить под угрозу приватность и безопасность людей. На территории Республики Тува за 3 месяца 2024 года у нас зарегистрировано 248 преступлений. По сравнению с прошлым годом у нас идет увеличение на 92%. То есть в прошлом году было 129. Общий причиненный ущерб гражданам превысил 27 миллионов. Возрастные категории потерпевших, это у нас самый основной носитель, это лица, которые от 30 до 39 до 40 лет. Преобладающее количество потерпевших, это основном у нас это женское население. Ну, в процентном соотношении, если смотреть, женщин это 56%, мужчина 35%. Есть также имеется у нас организация, это 8%.
Самыми распространенными видами мошенничества по-прежнему являются звонки от лиц, представляющихся сотрудниками банковских организаций и правоохранительных органов. Аферы продумываются до мельчайших деталей и способны обмануть бдительность даже самых осторожных и внимательных людей. Топ-фразам телефонных мошенников. Если вы слышите что-то подобное, то просто нужно класть трубку и не продолжать разговор. Во-первых, оформлена заявка на кредит. Если вы реально нигде не оставляли, не подавали такие заявки, то просто положите трубку. Это мошенники звонят, и если вы начнете с ними вступать в диалог, то можете ненароком попасться на их уловки. Сотрудники Центробанка. Сотрудники Банка России не работают с гражданами, с физическими лицами, не звонят и не пишут на электронную почту. Это явно мошенники. Главное отличие настоящей службы безопасности от мошенников – банку достаточно услышать, что вы не подтверждаете информацию. Никаких кодов для блокировки никогда не запрашивают. С 25 июля текущего года банки будут возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги. Будет это происходить в том случае, если банк по каким-то причинам не учел информацию, содержащуюся в базе данных Банка России о подозрительных мошеннических счетах. Возврат средств будет происходить в течение 30 календарных дней после того, как от заявителя поступило обращение. МВД Тувы и Банк России активно работают над предотвращением и разоблачением киберпреступлений. Они проводят регулярные оперативные мероприятия, обмениваются информацией о новых угрозах и разрабатывают стратегии по защите информации. Важно помнить, что информационная безопасность – это задача каждого из нас. Только совместными усилиями можно обеспечить надежную защиту от киберугроз. Айдана Сенденма, Батыр Базан, Доржусат, телеканал ТУА-24. В 2021 году в целях развития архивного дела, исторической науки, культуры и искусства Национальный архив региона и Организация хранителей историко-культурного наследия создали культурно-просветительский портал «Культурное наследие Тувы». Министерство культуры оказало материальную поддержку. Главной целью портала авторы видят в сохранении объектов нематериального культурного наследия нашей республики. Миссией портала является популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, этнокультурного многообразия и культурной самобытности народов, памятников истории и культуры. Для многих исследователей культуры Тувы открытие портала стало прекрасной возможностью изучить ее с разных ракурсов, в том числе через деятельность подведомственных учреждений Министерства культуры, творческих союзов Тувы и общественных организаций. В 2022 году общественная организация хранителей историко-культурного наследия с проектом «Культурное наследие Тувы» вошла в число победителей конкурсного отбора по предоставлению грантов главы Республики Тыва. В сентябре 2023 года состоялась торжественная презентация данного проекта «Культурное наследие Тувы» в Доме народного творчества города Кызыла. А сегодня в стране 12-й раз полным ходом идет заявочная кампания на соискание национальной премии «Хрустальный компас». От Республики Тыва за премию в номинации «Лучший медиапроект» претендует портал «Культурное наследие Тувы». Культурно-просветительский проект, посвященный культуре и искусству Республики Тыва. Отметим, что культурное наследие Тувы создано по новым технологиям и позволяет посетителям сайта увидеть динамичную и захватывающую презентацию краеведческих документов и материалов. Более 50 тысяч посетителей сайта, благодаря современным инструментам моделирования, могут в кратчайшие сроки найти нужную информацию, а также воспользоваться справочными и образовательными услугами в интерактивном режиме. Это были все новости к данному часу. Следите за нашими новостями и в социальных сетях. Я, Инна Клоян, с вами прощаюсь.